Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаума дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы вместе с вами разобрать послание главы Республики Башкортостан Радия Хабирова к депутатам Государственного собрания Курултай. Это парламент Республики Башкортостан. Почему именно хотел выделить вот это именно послание, которое он зачитал 30 января этого года? Ну, потому что оно очень сильно выделяется на фоне всех тех посланий, которые были раньше. И вместе с вами разобрать хотел бы я его на цитаты и на отдельные моменты и прокомментировать их. То есть в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан глава республики должен ежегодно делать такое послание для депутатов парламента республики, где он должен определять ключевые задачи. И в этот раз он сформулировал это так. Главная задача на этот год, говорит Радий Хабиров, я могу сформулировать тремя словами. Все для победы. И действительно, все большое вот это вот послание, которое было зачитано 30 января депутатом Госсобрания Курултай, оно пронизано именно военной тематикой. Практически ничего про социальную сферу, ничего про экономику, ничего про нужды людей, ничего про мир, все только про войну. Вот давайте вместе здесь, я вместе с вами обсудим это послание. Вот что он говорит. С этим посланием я обращаюсь к депутатам Государственного собрания Курултай не только как глава Республики Башкортостан. В этом послании и мои личные убеждения, мои личные чувства. То есть он уже здесь говорит, что вот в принципе он должен говорить, он должен отбросить все личное на самом деле. И должен действовать как глава республики, акцентируя внимание только на проблемах республики, и он на работе на своей. А здесь он говорит, что вот я хочу свое личное вложить, свои личные чувства, свои личные убеждения, и тем самым он же глава республики, то есть он самый главный, он хочет повлиять на всех остальных своими личными убеждениями, чтобы люди приняли то, что им доносит глава республики. Вот о чем он здесь говорит. Идет 4-й год специальной военной операции. Этот военный конфликт самый масштабный на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Он имеет глубокие исторические корни и стал суровым испытанием для нашей страны. Россия достойно выдерживает беспрецедентное давление, военное, экономическое, идеологическое. Нас пытаются сломить, задушить санкциями, отрезать от остального мира, запретить нашу культуру. Но здесь уже сразу с самого начала он говорит ровно то по методичке, что каждый день мы слышим из телевизора от различных пропагандистов, от различных идеологов вот этой войны, начала этой войны, кто начал ее, кто ее обосновал. И как всегда здесь у него, что Россия воюет со всем миром, со всем Западом, и вот это они начали с нами войну, они нас пытаются сломить, задушить, отрезать от остального мира. На самом деле Россия сама себя отрезала от остального мира, когда начала эту войну. Никто на Россию не нападал, никто не пересек границу России для военного вторжения. Россия сама сделала нападение, и, соответственно, когда весь мир отреагировал, начал накладывать на нее санкции, начал прекращать с ней какое-либо сотрудничество, огромное количество, мы знаем, иностранных компаний ушло из России. Но тем самым Россия сама себя отрезала. И сейчас они пытаются все это переложить на Запад, на весь этот цивилизованный мир, сказать, что это вы виноваты, вы нас отрезали. Ну вот это так вот когда с белого на черный перекидываешь, то есть белый называешь черным. То есть игра слов, игра вот этих вот смыслов, исказить смысл, на самом деле, извернуть полностью, подстроить под свои личные убеждения, да, вот как он говорит. Дальше. Мы должны понимать, что специальная военная операция это не просто какой-то локальный военный конфликт. Ее характер выходит за рамки ограниченной операции. СВО это часть глобального конфликта. Борьба за справедливый миропорядок против стремления западных элит установить гегемонию на всей планете. Ну, здесь опять вот это двухполярный мир, что вот мы имеем право, вот у нас
свои как бы центры влияния, мы должны влиять, это вот наша зона влияния. Ну вот это все, о чем говорят идеологи, пропагандисты, да, с центрального телевидения. И якобы тут западные элиты пытаются установить гегемонию на всей планете. Но я вижу пока что вот на данный момент, что Россия пытается установить гегемонию на своих соседей, на страны, которые еще вот недавно были в составе СССР. И почему-то Россия считает, что вот она имеет право влиять на эти страны. И пытается установить гегемонию уже вот именно на эти страны. На Восточную Европу то же самое. Дальше. Именно Россия выступает сейчас лидером свободного мира, говорит Ради Хабиров. Ну, тут хочется как бы сразу прокомментировать, что он называет свободным миром. То есть ту страну, где невозможно выйти с одиночным пикетом, где будет написано «Миру мир», тебя сразу же обвинят в дискредитации вооруженных сил России, статья за это сразу же. Если ты, какая свободная страна, какой свободный мир, лидер свободного мира, он еще же говорит, что Россия это лидер свободного мира, когда в России запрещены практически все мессенджеры, социальные сети запрещены, огромное количество всяких сайтов запрещено, где невозможно получить нормальную информацию без VPN, когда все не то что оппозиционные, просто независимые СМИ все выгнаны из страны или запрещены. Когда на огромное количество людей наложено вот этот вот плашка инагента, когда оппозиционных партий уже не осталось, оппозиционеров нету, то есть никакие митинги не запрещены, свободы слова нету. Это что ли свободный мир? Ну, мне кажется, как бы опять искажение реальности, искажение действительности, двуличие, лицемерие. Дальше вот он что говорит. Поэтому жестокое противостояние происходит во всех сферах, в экономике, дипломатии, технологиях, медийном и киберпространстве. От его исхода зависит историческая судьба России, ее суверенитет, будущее наших с вами детей и внуков. Наш враг не братский народ Украины. Наш враг возрожденный оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками. Он превратил близкую нам страну в таран, направленный против нас, а украинский народ в заложника жестоких нацистских отморозков и русофобов. Мы воюем не с ними, мы сражаемся с теми, кто отравил их разум ненавистью. Бьемся сегодня, чтобы, как и 80 лет назад, освободить братский украинский народ от уз нацизма. Видите, как подменяется понятие. То есть это не украинцы виноваты, это Запад во всем виноват. Вот он там такой глупый украинский народ, он позволил отравить свое сознание, и теперь мы боремся. Но если вы боретесь против Запада, зачем вы боретесь против украинцев? Зачем вы их? Если он для вас братский народ, как вы говорите, зачем вы тогда уничтожаете инфраструктуру, мирную инфраструктуру украинцев, Украины вообще? Зачем вы бомбите города? Зачем вы бомбите электростанции, ТЭЦы? Оставляете целые города, миллионники без света, без тепла, без газа. И ладно, если бы там были бы военные одни, да, вот этот военный городок вы ударили там, ну это военная цель. Но вы же бомбите мирные города, где нету военных людей, где женщины, старики, дети, младенцы в больницах больные лежат, в домах престарелых пожилые люди лежат. Вот вы что бомбите. Смотрите, сколько сейчас такая суровая зима и огромное количество районов, регионов Украины без света, замерзают. Это и вы называете после этого украинцев братским народом? Ну это же как бы, вот еще раз говорю, это вот лицемерие в каждом слове. И здесь он как бы вот, что мы должны освободить наш братский народ. Они вас просят освободить. Приедьте, спросите у украинцев, хотят ли они, чтобы вы их освободили. Нет. Точно так же приедьте в Казахстан и скажите, казахи, хотите ли вас, чтобы мы вас освободили? Или узбеки, или кыргызы, или грузины, или армяне. Нет, никто не хочет, чтобы вы их освобождали. Они все скажут вам, отстаньте от нас. Живите сами по себе, мы будем жить сами по себе. Не нужно нас освобождать. Никто и украинцев не просил освобождать.
Можно много толковать, дальше говорит Хабиров, можно много толковать на эту тему, спорить, умничать, успокаивать себя, мол, все это скоро пройдет и будет как прежде. Ничего не пройдет, ничего так быстро не заживет, и как прежде уже не будет. Здесь я полностью согласен с Хабировым, что как прежде уже не будет. Будет только хуже. Россия совершила фатальную ошибку, точнее не Россия, ну и Россия позволила совершить Путину фатальную ошибку. Путин ее совершил, начав эту войну. И теперь, как прежде, уже не будет. Никто не примет Россию в цивилизованный мир обратно. Никакие санкции с нее не будут сняты, даже если сейчас военные действия прекратятся. Российская экономика будет задыхаться под санкциями. Нефть будет падать. Никакие инвестиции в Россию не будут идти. Экономика будет рушиться. И жить будет все тяжелее и тяжелее. Вот так и будет. Вот так это будет. А чтобы победить, дальше говорит Хабиров, в таком тяжелом противостоянии нужна полная мобилизация нашего общества, единение всех и каждого. И вот он говорит, что мы здесь должны объединиться, мол, медики, учителя, аграрии, пенсионеры, школьники, волонтеры. Каждый должен внести свой вклад в поддержку бойцов и их семей. И тут же говорит, то есть он хочет сказать, что вот якобы все общество Башкортостана поддерживает эту войну. И вот вносит свою лепту в победу, мол. На самом деле это, конечно же, не так. Очень маленькая часть общества на самом деле поддерживает войну, которые извлекают из этого какие-то профиты для себя. Это бюджетники, которые зависимы от страха, идут, плетут эти маск-сети, потому что их заставляют. Скидываются на это, на поддержку СВО, потому что их заставляют скидываться с каждой зарплаты, с каждого аванса там, по определенную сумму. Вот эта часть общества, маленькая часть общества на самом деле поддержит. И те, кто получает, еще раз говорю, с этого какие-то профиты, какие-то там доходы, вот они, да, они поддержат, им выгодно, как говорится, кому война, а кому мать родна. Но остальная часть не поддерживает. И сам Хабиров уже дальше признает это. При этом, он говорит, есть те, кто даже спустя 4 года все еще пытается, что называется, отсидеться, кто стыдливо избегает темы войны и занимает позицию стороннего наблюдателя. Делает вид, что все происходящее его не касается. Ну так и есть. И это не маленькая, это даже не некоторые, это большая часть, огромная часть населения. Потому что они ненавидят эту войну, они устали от этой войны, которую вы все продолжаете и пытаетесь продолжить. И пытаетесь навязать ее обществу. На самом деле это не так. Никто не поддерживает. И мало того, когда некоторые цитаты вот из этого послания вышли в интернет, в социальных сетях, в том числе даже в Инстаграм запрещенном, и люди начали комментировать, и вы бы видели эти комментарии, там они просто полные гнева по отношению к Хабирову, к власти. И люди говорят, что зачем нам эта война, мы устали от нее, отстаньте от нас. Некоторые говорят, Путин не вывозит эту войну и решил все это свалить на нас. Женщины пишут, мы не для этого своих детей рожали, чтобы отдавать вам, чтобы они умирали за ваши тупые идеи. Ну и так далее и тому подобное. Народ, там гневных комментариев, там больше сотни, там 200-300 пишут комментариев. Люди устали от войны, никто не поддержит вас, никто не поддерживает. Дальше что он говорит? Время полутонов прошло. Мы с вами, уважаемые коллеги, обязаны быть бескомпромиссными. Мы открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и остаемся ей верны. Я искренне считаю, что вся тяжесть жесточайшего эмоционального информационного давления, оголтелой критики десятка враждебных нам государств не может и не должна лежать на плечах только одного человека, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Нужно прямо сказать, что мы с нашим президентом, что мы объединены вокруг него и что в полной мере выполним все задачи, которые ставит перед нами президент как верховный главнокомандующий нашей страны. Ну, здесь как бы Хабиров, он просто, прогнулся, глубоко лизнул Путину и показал, насколько Путин его хозяин, а он насколько его раб. То есть он это обязан был сделать. В любом послании каждый глава региона должен показать свою лояльность Путину, лояльность Кремлю, сказать, насколько мы там готовы служить, верой и правдой и так далее. Еще раз, вот это вот послание, оно не для простых людей. Это послание сделано именно для Кремля, именно для Путина. Мол, посмотрите, я вот весь ваш раб, вы мой господин и хозяин, я готов выполнить все, что вы прикажете. Прикажете завтра
умереть – умру. Прикажете завтра убить половину населения Республики Башкортостан – убью половину населения. А прикажете все население республики уничтожить – уничтожу ради вас, Владимир Владимирович. Прикажете ликвидировать республику – ликвидирую, сделаю из нее губернию. То есть вот что он здесь говорит. Дальше он что говорит? Мы считаем, что специальная военная операция – это вынужденная и единственно возможная мера в ответ на открытую агрессию коллективного Запада против нашей страны. И что все ее задачи должны быть решены. Но здесь ложь конкретная, когда говорят открытая агрессия, это значит, что какая-то сторона напала на другую сторону, на другое государство. На Россию никто не нападал. Ни один вражеский сапог не переступил границу России. Ни один самолет не пересек воздушное пространство. Ни один танк не заехал на территорию России. Да, потом, уже когда прошло 2 года войны, были боевые действия там, в Курской области, Белгородской. Но это только тогда, когда уже Россия напала на Украину, дошла до Киева, начала ее бомбить и так далее, уничтожать ее население. Вот после этого. То есть Россия сама первая напала. Вот с ее стороны действительно была открытая агрессия. А со стороны других никого не было. Никто не собирался на Россию нападать. Нет таких. И никто не угрожал, что мы сейчас на вас нападем. Все в здравом уме. Нету таких больных, которые бы напали там на ядерную державу. Но почему-то Россия всегда говорит, что вот на нас напали, и мы там защищались, мы вынуждены были, нас заставили и так далее. Еще раз, лицемерие. И вот он дальше говорит. Мне могут возразить, мол, смотрите, идет переговорный процесс. Действительно, предпринимаются различные шаги, как говорят, по заключению мирной сделки. При этом мы должны ясно понимать, что бы ни говорилось, что бы ни происходило, но задачи специальной военной операции, которые имеют стратегический характер, определяют будущее нашего Отечества на столетие, должны быть полностью решены. То есть он здесь как бы что говорит? Война до конца. И он прекрасно это, для чего он это говорит, он прекрасно понимает. Потому что пока идет война, он будет сидеть у власти. Только на этой неделе пришли данные, что 146 чиновников разных уровней в 2025 году было арестовано по тем или иным статьям. Там взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий и так далее, и так далее. 146. И большая часть, огромное количество, это личные друзья Хабирова, кого он поддерживал, кого он протаскивал во власть. И многие из них сдали Хабирова, дали на него показания, и там сейчас в ФСБ лежит большая толстая папка на Хабирова. И, конечно, он прекрасно понимает, что вот пока он поддержит эту войну, пока он показывает свой патриотизм, его никто не тронут. Пока он поставляет пушечное мясо, выделяет огромные деньги на эту войну, обескровливая республику, его не тронут. Но как только он это перестанет делать, как только закончится война, его сразу же возьмут за задницу. Именно поэтому он и хочет, чтобы война была до конца и так далее. Дальше вот он что говорит. Что, мол, вот он такой юрист-международник, что 14 лет работы в высшей школе, что 14 лет преподавал в университете международное право, защитил 2 диссертации и так далее. И вот он говорит, что на основе моего опыта изучения этих вопросов могу уверенно сказать, то, что происходит в мировой политике, это действительно беспрецедентно. Система международного права, которая в свое время так сложно, тщательно, я бы сказал, трепетно создавалась по итогам кровавых войн, усилиями выдающихся политических деятелей, путем сложных компромиссов, сегодня находится просто в катастрофическом состоянии. Надо честно признать, сегодня международное право не выполняет свою регуляторную функцию, не работает на укрепление международной безопасности. Естественно, я полностью согласен, что не работает, не справляется, потому что если бы она справлялась, они поступили бы как с Югославией, как со Слободаном Милошевичем. Выделили бы войска всего этого мирового сообщества, собрали бы и ударили бы по России. Но они это не сделали. Потому что никто не хочет связываться вот с этим бункерным дедом сумасшедшим, у которого огромное количество ядерного оружия. Никто не хочет уничтожать эту планету путем ядерной войны. Только вот поэтому и не могут найти действенные методы, как успокоить, образумить этого сумасшедшего Путина. Но
санкции постепенно делают свое дело. И вот они уничтожат эту Россию. Иншаллах. Дальше что он? Дальше он начинает перечислять, как Республика Башкортостан выделяет средства на вот эту войну. И он говорит, что мы отправили на передовую 171 гуманитарный конвой общим весом почти 20 тысяч тонн за все время войны. 2000 автомобилей, более 100 автомобилей УАЗ, более 100 машин, которые в том числе бронированные, грузовые Уралы, тягачи и другую технику. То есть вот эта вся техника, она где? Она уничтожена практически вся, потому что вот эту технику выделяет, она там сгорает в горниле этой войны. А на самом деле эта техника могла работать на благо Республики Башкортостан, на ее экономику, в производстве. Она уходит просто в пустоту, тем более еще убивая людей, мирных людей. Дальше он что говорит, что очень важно сейчас все, что связано с противостоянием в небе. Это система радиоэлектронной борьбы, обнаружения и подавления. Главным для нас здесь остается работа в производстве FPV-дронов, дронов разведки, перехватчиков. Башкортостан стал одним из центров компетенции по беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбе. Вошел в первую тройку рейтинга дронификации регионов. То есть Хабиров хвалится, что вот мы стали регионом-лидером по изготовлению дронов и так далее. Давайте вспомним, что буквально недавно, в прошлом году, было нападение на Татарстан, на Алабугу так называемую, где выпускают большое количество дронов. Почему? Потому что это военная цель. Военная цель для Украины. И сейчас Хабиров дает, прямо можно сказать, указание украинцам: бомбите нас, мы вот стали лидером по производству дронов, можете нас бомбить. Но получается так, хвалится, когда человек хвалится, что он выпускает много дронов. Он ясно, открыто говорит, что вот мы военная цель для Украины. Ну и тут он перечисляет, что в зону СВО за 2 последних года отправлено более 10 тысяч дронов и дает поручение увеличить с 1 апреля 2026 года объем поставок беспилотников в войска на 50%. Но это, еще раз говорю, это четкое указание, четкая цель для украинцев. Дальше он говорит, что у нас наш центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского готов дать ребятам востребованную на фронте специальность и достойную работу в мирной жизни. Кто такой Владлен Татарский? Это криминальная личность, который в свое время грабила банки, отсидел за это, за разбой, вооруженный разбой с огнестрельным оружием. Отсидел, потом вышел и нашел себя в этой войне. Потом был уничтожен украинскими спецслужбами. И в честь него, вот в честь вот этого криминального авторитета, который убивал, пытал, насиловал, доказанные факты этого есть, людей, украинцев своих же, потому что сам он с Украины. И в честь него вот такого изверга называет Хабиров центр подготовки беспилотников. Ну вообще Хабиров любит вот с криминалом как-то вот иметь дело. У него и лучший друг Андрей Назаров сейчас премьер-министр Республики Башкортостан и председатель правительства. Человек, который судим был за изнасилование, за групповое изнасилование башкирки по молодости. Вот такой у него личный друг. Дальше что он говорит? Что Республика Башкортостан будет выделять средства на СВО, да, на поддержку и так далее. И говорит, что республика должна в рамках имеющихся возможностей, а также с учетом выплат со стороны Министерства обороны России полностью обеспечить военнослужащих полагающимися денежным довольствием. Это первое. Второе. Это социальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В прошлом году мы добавили 12 новых мер, и теперь их стало 55. Они охватывают все сферы жизни наших воинов и их семей. То есть выделены большие деньги из бюджета республики. Бюджет республики, напомню, принимался с дефицитом в конце прошлого года в 22,5 миллиарда рублей. Но все равно из бюджета выделяются огромные деньги вот на поддержку вот этого СВО. Добавили новых 12 мер поддержки. Стало 55 общих, да, вот этих мер.
За 2 года мы удвоили объем выделенных на эти цели средств до 30 миллиардов рублей. Еще раз говорю, 22,5 миллиарда рублей дефицит бюджета, не хватает денег, а они 30 миллиардов за 2 года, да, уже выделили. И еще в этом году еще 35 миллиардов собираются выделить. Зачем это делает Хабиров? Ну потому что он, еще раз я говорил, что он прекрасно понимает, что пока идет война, он будет сидеть во власти. Как только война закончится, все, его снимут и посадят. Еще раз, там на него большая папка, на него огромное количество показаний. Боится потерять, боится сесть. Дальше он перечисляет, что, насколько я знаю, действие одной из мер поддержки в части санитарно-курортного лечения из-за бюджетных ограничений средств было приостановлено. В частности, льготное проживание в санаториях родственников участников СВО. Действительно, родственники участников СВО имели льготное право бесплатно отдыхать в санаториях, лечиться там и так далее. Потом это было приостановлено. Дальше что он говорит? Считаю, что это решение неуместно. Это не рядовая статья расходов. И наш долг перед воинами и их близкими. Прошу правительство республики определить источники финансирования и восстановить эту поддержку в полном объеме. То есть, если брать общее количество военнослужащих, которые сейчас задействованы в СВО, их примерно около 50 тысяч в Республике Башкортостан. 10 тысяч уже погибло, что-то около 40 тысяч там еще примерно воюет. На каждого участника СВО примерно можно брать, что 4 человека, 4-5 человек это близкие, родные. Ну там супруга, дети, 1-2 ребенка условно, и родители. Вот, 4-5 человек. Им всем бесплатное курортно-санаторное лечение. В то время как больные, которые нуждаются действительно по медицинским показаниям в лечении, курортном санаторном лечении, они вынуждены что делать? Они вынуждены ждать, они вынуждены пропускать вперед себя вот этих семьи СВОшников, а сами будут оставаться без лечения. Ну, получается так. А они, вы спросили у них, они готовы вот так поступить? Готовы отдать свои места в санаториях для семей СВОшников? Я сомневаюсь в этом. Вы спросите у населения, готовы ли они, спросите у этих больных. И они вам скажут, на что они готовы, а на что нет. Дальше, это же помимо того, что ущемляются права вот этих больных людей, реально больных людей, которым нужно лечиться в этих санаториях, это же еще и семьи СВОшников будут там лечиться бесплатно, соответственно, туда будут выделены деньги, огромные деньги из бюджета. Дальше что он говорит, что для комплексной консультационной и практической помощи в режиме одного окна мы открываем центры поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня их уже таких 20 центров уже существует, где оказывается комплексная поддержка участников СВО и членов их семей. И дальше он говорит, что для конца года такие центры должны быть созданы во всех районах и городах республики. Это получается у нас 54 района, 21 город в республике, везде будут такие центры, это еще большие деньги из бюджета выделяться будут, люди будут на зарплате сидеть там, техника, оборудование и так далее. Какие суммы выделяются на это все? Дальше. Поручаю в месячный срок сформировать в структуре аппарата правительства отдельное подразделение под названием Департамент по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Еще создается отдельный департамент, будут набираться люди, специалисты на зарплату, из бюджета будет все это оплачиваться. Дальше он говорит, особая роль у созданной ассоциации участников СВО. Уже есть местные отделения в районах и городах. Прошу руководителя ассоциации, помощника главы республики активизировать работу во всех муниципалитетах. Прошу правительства определить для этого источники финансирования. То есть помимо того, что вот эти центры по содействию участникам СВО и их семьям будут созданы в каждом районе, в каждом городе, еще есть ассоциация отдельная, которая тоже будет в каждом районе, и на них тоже будет выделено финансирование из бюджета, естественно. Дальше. Он говорит о том, что во всех одно из ключевых направлений кадровой политики станет интеграция участников СВО в органы государственной и муниципальной власти.
будут СВОшников затаскивать в органы государственной власти, наделять полномочиями. Ну, что они из себя представляют? Вот, мягко скажу, это малообразованное население. Половина из них в тюрьмах, из тюрьмы забрали. Вот их хотят дальше во власть двигать. Что из себя представляет такой тип? Можно посмотреть вот на этого так называемого Культуманова. Да, вот мы помним, такой был человек, который фотографировался там с имперским флагом. Посмотреть, как он говорит. Человек не может связать двух слов. Человек, у которого заторможенная речь, заторможенная реакция. И вот таких людей, а он сейчас депутат Государственного собрания Курултай, его протащили во Всемирный Курултай-Башкир, в исполком. Человек вообще, который не понимает, где он находится, он не осознает, что он делает. Ему подсказывают, у него речь, он не может речь связать. 2 плюс 2 сложить не может. Вот таких людей протаскивают во власть. Ну, маргинал. Вот Культуманов — это откровенный маргинал. Сейчас он во власти, уважаемое лицо. И вот таких хотят дальше протаскивать. Также он говорит, что впереди выборы в Государственную Думу и Уфимский городской совет. И будет справедливым, если число кандидатов в депутаты войдут участники специальной военной операции. То есть еще депутатами их будут, да, многих делать специально по итогам предвыборной кампании. Дальше он говорит, что вот обращается и хочет уже как бы к интеллигенции, обращается к интеллигенции башкирской, обращается к деятелям культуры, писателям, поэтам, художникам, композиторам, режиссерам, актерам. Мол, настало время, когда ваша творческая энергия должна работать на укрепление общего морального духа наших воинов. О чем это говорит? Это говорит о том, что будут выделены деньги на фильмы, на книги, на различные спектакли, постановки, на концерты и так далее. Еще огромная часть бюджета пойдет туда. Вот, просто вот поддерживать эту войну, прославлять ее. Туда будут выделяться большие деньги. Ну и дальше он уже начинает перечислять, немножко уже в социалку переходит и начинает хвалиться. На самом деле врет. Когда говорит, что вот мы не допустили снижения темпов жилищного строительства. Ввели более 12,5 миллионов квадратных метров жилья. На самом деле это неправда. По данным Башстата, за 11 месяцев 2024 года в Башкортостане введено менее 2 миллионов квадратного метра жилья, что на 23,5% меньше, чем в прошлом году, в 2023. В 2025 году в Башкортостане ввели в эксплуатацию 3 миллиона квадратного метра жилья. Это еще на 9, почти на 10% меньше, чем в 2024 году. То есть меньше, да? Дальше он говорит, построили более 100 километров и отремонтировали порядка 5000 километров автодорог. На самом деле, в 2025 году Башкортостан занял первое место в Приволжском федеральном округе по количеству погибших в ДТП. И 4-е место по всей России. И в основном из-за плохих дорог. Вот буквально недавно жители Салаватского района, жители нескольких населенных пунктов написали петицию, где говорили о том, что скорая помощь не может до них доехать. До некоторых населенных пунктов едет 2 часа, до некоторых 4 часа, до некоторых вообще не может доехать из-за ужасного состояния дорог. Дальше что он здесь говорит? Врет о том, что... здесь он хвалится, что своими силами мы в подшефном Красном Луче, это Хрустальный, город Хрустальный в Украине, русские называют его Красный Луч, в Луганской Народной Республике восстановили за 3 года 238 живых социальных и инфраструктурных объектов почти на 5 миллиардов рублей. В этом году восстановим еще 157 таких объектов. То есть у республики и так нету денег, и так рушится. Люди живут в старых бараках, разрушенных, людям падают потолки на голову. Многодетные дети живут без тепла, без горячей воды, а вот они выделяют туда деньги, огромные деньги на восстановление там домов, где-то в захваченных территорий. Дальше, что здесь он говорит, что бы я хотел прокомментировать, что вот мы по-прежнему в лидерах в промышленном производстве по инвестициям и активности предпринимателей. Опять лжет. На самом деле объемы промышленного производства в Башкортостане за 11 месяцев
уменьшились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В январе-ноябре снижение объемов зафиксировано во всех секторах экономики. Добыча сырья уменьшилась на 0,6%. В обрабатывающих производствах падение составило 4,2%. В энергетике 4,3%. Объемы выработки, водоснабжения, канализации, обращения с отходами и ликвидации загрязнения в этом году снизились на 14,2%. В среднем по России объемы выросли на 0,8%. По регионам Приволжского федерального округа на 1,9% выросло. Лидерами среди соседних субъектов стали Татарстан, Удмуртия. Но Башкортостан среди 14 регионов Приволжского федерального округа занял по темпам промышленности 13 место, предпоследнее место. О каком росте здесь может быть идти речь? Наоборот, везде падение во всех сферах. И опять здесь Хабиров лжет. Ну и в конце он здесь говорит о том, что наш президент, имеется в виду Путин, здесь в Уфе сказал о Башкортостане, что еще с момента добровольного вхождения в состав российского государства башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию защиту внешних рубежей Отечества. Башкортостан, по мнению Владимира Владимировича, он называется, кстати, Башкирия. Башкирия, по мнению Владимира Владимировича, всегда играла особую значимую роль в жизни, истории и судьбе России. Добавлю, я как глава одного из опорных регионов со своей стороны приложу все усилия, весь свой опыт и компетенции, чтобы Башкортостан вместе с Россией достойно прошли эти сложные времена. На самом деле Башкортостан был завоеван. Башкортостан сегодня является колонией. Башкортостан всегда подвергался систематическим нападениям со стороны Москвы, геноциду, репрессиям. Башкиры вели войны за освобождение от этого московского ига. Множество раз воевали против карательных войск. Карательные войска устраивали карательные акции. Один Суянтус что стоит. Огромное количество башкир погибло, репрессировано. И до сих пор это продолжается. Достаточно вспомнить вот недавние баймакские события. И еще раз говорю, Башкортостан захваченный. И мы будем стремиться к тому, чтобы избавиться от этой России. Мы не хотим воевать за интересы России. Мы не хотим, чтобы наши сыновья умирали, чтобы наши мужчины умирали на войнах за интересы этой России, за интересы какого-то бункерного сумасшедшего деда. Нам это не надо. Это не наша война. Украинцы нам ничего плохого не делали. Как и до этого не делали ничего плохого нам афганцы, против которых мы воевали по приказу Москвы. Чеченцы нам ничего плохого не делали, против которых мы воевали по приказу Москвы. А до этого тоже во всех конфликтах, в которых мы участвовали, в Сирии и так далее, везде башкиры принимали участие, потому что их заставляли это делать с Москвы. Мы, еще раз говорю, мы колония. Но мы сейчас, чувствуя, как Москва слабнет, как Россия слабнет, мы будем воспользоваться этим моментом, чтобы раз и навсегда отсоединиться. И я говорю Хабирову о том, что вся твоя компетенция, весь твой опыт, все твои усилия пойдут прахом, потому что Башкортостан в итоге станет независимым государством. А ты, Ради Хабиров, будешь посажен в тюрьму пожизненно до конца своей жизни, будешь сидеть на нарах за все свои преступления, что ты совершил против башкирского народа, против Республики Башкортостан. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, пишите в комментариях, давайте обсуждать, ставьте лайки, помогите с распространением. Хау булығыз.